Офис крупного холдинга. В одном помещении оказываются 4 человека, которые пришли на собеседование. Цель – получить должность коммерческого директора в престижной фирме. И здесь должен быть только один победитель. Но представителей компании все нет и нет. Таинственная дверь, из которой должен выйти работодатель, наглухо заперта. Вы будете проводить собеседование? Нет, мы тоже пришли на собеседование. Как, оба? Да-да. Мы тоже. И кто будет проводить собеседование? В итоге соперники вынуждены общаться не с работодателем, а друг с другом. И вдруг голос, который оповещает о том, что это необычное собеседование, иной метод приема на работу. И чтобы заполучить заветное место, нужно выполнять все задания, которые дает фирма. Первое задание. Один из вас – сотрудник нашего департамента по отбору персонала. У вас есть 10 минут на то, чтобы выяснить, кто из вас не является подлинным кандидатом. И тут начинается игра, в которую вовлечены и зрители. Ведь всем интересно разгадать эту головоломку. Из загадочной двери появляются все новые и новые задания. Кажется, одно абсурднее другого. Соперников заставляют рассказывать о своей личной жизни, верить в ложь, примерить на себя роли клоуна, епископа, политика и даже Тореро. Когда Тореро на арене молится его мать, молятся его дети, молится его жена. За кого они молятся? За Тореро! За Тореро! Главные роли исполняют актеры Русдрама Эмиль Петров, Кирилл Шишкин, Рубен Допелян и Марина Сеченава. Кстати, ее героиня – единственная женщина, претендующая на должность коммерческого директора фирмы. Что первое понравилось в моем персонаже, в героине, это то, что ей нужны факты. То есть лишние там слова, какие-то лишние разговоры, это неинтересно. Факт – дело, факт – действие. То есть минимум слов, минимум жестов, сосредоточенность на теме, на вопросе и точность и факты в основном моего персонажа. На тонком нерве все. На тонком нерве весь спектакль и сами зрители. Где правда, а где ложь? Кто из этих 4 людей на самом деле проходит собеседование? Кто не выдержит и выйдет из игры? Этими вопросами задаются зрители на протяжении всей постановки. А сейчас вы можете лгать оба. И она тоже. А если она лжет, то лжешь и ты. Спектакль «Метод» поставлен по мотивам знаменитой пьесы современного испанского драматурга Жорди Гальсерана. Произведение пропитано юмором и сарказмом, но за веселыми сюжетными линиями скрывается глубокий смысл. На что способен человек ради достижения целей и готов ли он потерять человечность? Это очень актуальные темы о человеческом достоинстве, о праве выбора, да, о том все-таки, как важно сохранять человечность и не жертвовать ею для достижения карьерных или каких-либо других целей. Этот спектакль отличается тем, что, опять же, очень такой современный материал, в чем-то даже провокационный. Художник спектакля «Метод» Виталий Кацба, постановщик российский актер и режиссер Марк Вдовин. «Метод» – это его 4-я по счету работа. Марк Вдовин посмотрел немало спектаклей Русдрама и высоко оценил игру абхазских актеров. И я считаю, здесь очень интересная, очень сильная труппа. И я очень рад, что мне удалось поработать с этой труппой. Спектакль про то, как человек действительно готов поставить свою, не знаю, совесть, честь, не знаю, свою какую-то правду внутреннюю, человеческую, поставить на кон. А другой вопрос, сработает ли ставка? И вот тут не всегда, и вот тут рушатся судьбы. И поэтому мне хочется, чтобы зритель вот ушел, задумавшись о том, а действительно стоит ли это того? Или надо, наконец, вернуться и задуматься, какие-то другие ценности в жизни. Так чем же закончится спектакль? Кто получит место топ-менеджера в престижной фирме? И принесет ли это счастье победителю? Все ответы на премьерных показах спектакля 29, 30 и 31 марта. Гугуца Вардания, Арина Агухова, Абхазское телевидение.